И творческие мастерские, плавно переходящие в кузницу спортивных кадров. Молодежных. Наша встреча сегодня называется «Дух в движении». Из истории Паралимпийских игр. Требовалось бы показать вам лучшие моменты Паралимпиады, которая состоялась в Лондоне в 2012 году. Это летние Олимпийские игры были. Но я думаю, что в видео там больше видов спорта. Из истории сейчас мы узнаем. И я предлагаю вам посмотреть небольшой видеоролик. Готовы все? Да. Да? Ой, я не готова. Лучшие кадры. Погромче сделайте. Нет, нет, Марина. Привет, я не дома. Ангелоносина! Прямо в Сочи, да? Ребята, нам сегодня повезло. Факел. Факел, который нес по городу Сыктывкару олимпийский огонь. 200 метров. Целых 200 метров. 300 метров. Вот. Ну, или 250, да. Может быть. Я не заметил. Вот если честно, мне казалось, я 2 шага сделал, мне уже отбирают. И уже отбирают. Что, на улице не отобрали? Нет, потом я говорю, мое, говорю, не отдам. И вот примерно сюда прям. А сейчас как вез? А уже в чехле, специальный чехол есть. Я думаю, очень знаменательно начать наше мероприятие сегодняшнее. Хотите, может, вас С эстафеты олимпийского факела у нас в библиотеке. Огня зажигать не будем. Кто-то не хотел зажигать огня. По телефону мне говорил, зажигать-то не будем. Нет, вот. Следуем его, а вопросы для вас готовим, да? Идите, звоните, куда вам надо. Предлагаю посмотреть лучшие моменты Олимпийских, Паралимпийских игр в Лондоне. Садись. Я чтобы сделать кнопку, нажал. Так, смотрим. Вот этот момент, посмотрите, вообще спускается с неба. Вот незрячие, кстати. Да. Вот смотрите, забег. У всех. Это Так, Ксюша. по зрению или какие? Слабый интернет. У некоторых одна. Да. Ну, Маша не комментирует. Маша. Ой, тебе придется отдельно. Забеги, да. Даже 2 протеза. И они на скорость соревнуются. Олимпиаде. И про виды спорта, в плавании. Это Сибириус со здоровыми бежал. Кто? Сибириус. Которого Медленно, да? Устройство. Интересную музыку. Сейчас будем смотреть, как у нас. Подготовить
человек вообще, он в плавании участвует, руку нет. Молодцы. Звонок, извините, мы вам поменяли номер. Слота с 3 на 22. Я говорю, где это такое? Это на орбите. Чтобы не тренировался. Я так расстроился, короче. Ну, итогом вышло, что значит, комитет по, в общем, комитет по эстафете предоставил нам автобус, чтобы те, кто, мои зрители, так скажем, желали бы присутствовать, их отвезли на орбиту, там они поприветствовали, сфотографировались вместе со мной и обратно их привезли. Спасибо хоть на этом, как говорится. Еще мне бы хотелось рассказать о вообще спортивной деятельности инвалидов, в частности инвалидов по зрению. Для этой цели обществом слепых создана специальная федерация, Федерация спорта слепых. В принципе, это не дань веянию моды, что ли, а, к сожалению, по закону мы теперь, как общественная организация, не можем направлять спортсменов на соревнования и прочее. По закону это могут делать только федерации. И вот наше центральное управление задалось целью, создали Федерацию спорта слепых. Ну, как понимаете, коми-отделение Федерации спорта слепых пришлось возглавить тоже меня. И вот буквально недавно, в декабре, я ездил на очередную выборную конференцию в Москву. И там параллельно проходила Федерация спорта слепых и конференция Федерации спорта слепых международная, ИПСА называется. Там, значит, присутствовали представители Кореи, Турции, Италии, Испании, еще, в общем, где-то 9 стран были представлены. Каждый из представителей этих стран рассказывали о том, как развивается спорт слепых в их странах. И вот самое интересное, что было для меня, потому что мы недавно купили новый стол для тенниса для слепых, называется Шоу-Доу. И вот как раз в мае 2015 года планируется провести первые международные спортивные игры по шоу-доу в Сеуле, о чем рассказал представитель Кореи. Это меня так воодушевило, что мы задали целью попасть на эти соревнования. И для этого нам нужно пройти 3 этапа. Это первый этап провести местные соревнования, потом провести республиканские и пройти этап всероссийских соревнований. Значит, первые показательные соревнования мы провели уже в декабре. Присутствующий здесь Гавриил Александрович очень отлично судил. И мы теперь официально запросили администрацию города, чтобы они объявили официальные городские соревнования по шоу-доу, которые предполагается провести где-то с 20 по 25 марта этого года. Далее в сентябре намечены республиканские соревнования. Ну и уже по итогу республиканских соревнований мы очень рассчитываем попасть на Россию и дальше всего. Вот. Для этих целей я очень хотел бы попросить вас активно включиться. Сейчас мы закончим ремонт в нашем зале и снова установим стол. Так что приходите, тренируйтесь, играйте и участвуйте. И выигрывайте. И выигрывайте, да. А возраст там не учитывается? Значит, возраст, ограничения по возрасту есть, к сожалению. Значит, на международные соревнования допускаются лица не моложе 18 лет. А верхнего предела нет. А у нас только новорожденные. Так что, кстати, об этом тут тоже неоднократно все спрашивали со всех регионов, и даже в этих из других иностранных государств приводили примеры, что в соревнованиях участвовали, в одних случаях там были 90-летия, а в Сеуле, по-моему, самый старший спортсмен был 102 года. Так что у нас еще есть большой запас. О том, что можно участвовать в Олимпийских играх, а вы куете кадры. А Да. мы пытаемся воплотить это в жизнь. Да. И я думаю, раз существуют Паралимпийские игры, то все, я думаю, должны стремиться к тому, чтобы не участвовать в них, но какому-то виду спорта, мне кажется, можно себя посвятить.
Вот, тем более условия для этого Александр Михайлович уже создал. Организованы для людей с проблемами слуха, для глухих. Первая в 1924 году прошла Олимпиада для глухих, а потом уже развились Паралимпийские игры. Но я думаю, об истории мы все-таки поговорим попозже, потому что у нас, раз обговариваем ситуацию в Республике Коми, и я думаю, очень уместно поговорить о том, что у нас в республике делается для того, чтобы люди с инвалидностью могли реализовать себя в спорте. И вот Наталья подготовила замечательную презентацию о тех людях, которые участвовали в Паралимпийских играх или в каких-то российских чемпионатах, в каких-то таких, мне кажется, показательных спортивных состязаниях. Вот слушаем Наталью. Да, слово Для Наталья. начала я бы хотела рассказать, что каждая олимпийская игра имеет свою символику. Это 5 колец. И в виде 5 колец отражается, означает, что основные участвующие континенты, каждый который определяет цвет. Синий — это Европа, черный — это Африка, красный — это Америка, желтый — Азия и зеленый — Австралия. И 11-е Паралимпийские игры в Сочи, которые пройдут, они имеют свой талисман. Это лучик и снежинка. Игры будут проходить, как вы знаете, с 7 по 16 марта, в которых будут участвовать 692 участника из 47 стран. И будут несколько видов спорта. Это горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, паралимпийский сноуборд, керлинг на колясках и хоккей следж. И основные наши выдающиеся паралимпийцы Республики Коми. Это Смирнова Наталья, она заслуженный мастер спорта России, победитель Паралимпийских игр Нагано 1998 года в лыжных гонках. Она слева. Да, она слева. Вот она слева здесь. В красной шапочке. Мусанов Леонид. Он участник Паралимпийских игр 2006 года в Турине. Тоже лыжные гонки. Так, Янчук Константин. Мастер спорта России. Участник 9-х Паралимпийских игр в Турине по лыжным гонкам и биатлон. Также он участвовал в Паралимпийских играх в Ванкувере. Также в лыжных гонках и биатлоне. Тимур Шумилов. Он имеет 2 золотые медали в бадминтоне. Игры проходили в Шанхае 2007 года. И также он завоевал там одну серебряную медаль, тоже в бадминтоне. Ксения Валейская. Она у нас выиграла в Шанхае и заняла 2 серебряные, вручили ей 2 серебряные медали по плаванию. На дистанции 100 метров брасом. Мария Ивлева. Она у нас очень выдающаяся спортсменка, ее знают, наверное, уже во всех странах мира. Она двукратная паралимпийская чемпионка в Ванкувере 2010 года в биатлоне и лыжных гонках. Также она серебряный призер в биатлоне в Ванкувере и заслуженный мастер спорта России. И также она готовится сейчас к играм в Сочи. Иовлева она. Иовлева, да? Иовлева, да. Также она участвовала в эстафете Олимпийского огня, которые проходили в Сыктывкаре. Лайков Вячеслав. Мастер спорта международного класса. Участник игр в Ванкувере. Тоже лыжные гонки и биатлон. Призер чемпионата мира 2009 года. Константин Вахмянин. Участник Паралимпийских игр в Афинах. Он принимал участие в таком виде спорта, как пауэрлифтинг. Павлина Распутина. Участница Всемирных летних игр в Афинах. Она принимала участие в плавании. Где она там? Вот она. Вот. Третья. Справа, да? Да. Справа. И Гаврилов Павел Александрович. Он призер чемпионата России по конному спорту. Была паралимпийская выездка. И он, я думаю, сам расскажет уже о своих Но, к сожалению, я флешку потерял, мой заезд показать. Расскажите про свою лошадку. Ну, эта лошадка была взята в аренду, кличка Булочка. Булочка. Она и похожа на булочку. Ну, могу вот показать медаль. О, медаль надо, да.
И здесь как раз и виды спорта, и график соревнований. Все можно уже узнать. Давайте, а это сверните, пожалуйста. А это сайт чьи? Сайт Сочи.ру 2014, да, паралимпийские зимние игры, жаркие зимние твои, с 7 по 16 марта. Наташа нам сказала, еще можно зайти посмотреть. Мы исследуем очередную олимпийскую реликвию. Это сколько весит? 1,5? Нет, 1,8 килограмма. Почти 1,8, почти 2 килограмма. Ну вот тут она в Питере тренировка. Сейчас Как найдем. будто и тяжелые. Кстати, вот я уже, как говорится, забылся, когда нас инструктировали, нам очень рекомендовали все-таки бежать как бы с факелом на вытянутой руке. Пока у нас Павел Потому что Александрович костюм ищет. все-таки синтетический, если близко, он мог загореться. Я хочу Поэтому рассказать нужно было именно на вытянутой интересные руке. Я факты очень про боялся, что будет. изготовление Но, олимпийских медалей на удивление, мне очень в легко бежалось. России для нашей Олимпиады. А в журнале «Наука и жизнь» напечатана статья, как были изготовлены с применением инновационных технологий и русской смекалки наши медали. Медали наши скомбинированы. Во-первых, они тяжелые, 500 грамм с лишним. Бронзовая медаль, а серебряная медаль чистое серебро 925, по-моему, пробы. А золотая медаль 900 высшей пробы серебра плюс покрыта 6 граммами чистого золота. В чем заключается особенность наших медалей? В них есть внизу по Брайлю надпись. Да, я потом принесу, подробно почитаю, я просто прочитала и вот своими словами расскажу. Изготовлены были они на ювелирном заводе «Адамас» в Москве. Может, не в Москве. И туда ставили, в общем, медаль сама имеет такое отверстие посередине, куда вставлена поликарбонатная вставка. Поликарбонат – это очень прочный материал, из которого изготавливают очки для маленьких детей, чтобы они не разбивались. То есть придумали наши, там, во-первых, внутри рисунок нанесен в этот поликарбонат, она так как имитирует снежинки, снег. И в то же время лоскутное одеяло, вы знаете, да, что... Если мы олимпийскую чемпионку, И облик она будет, подождем. привезет, Ну вот Тогда это Вот здесь, кто да? не нашел. Ну, вот давайте. паралимпийская вывеска. Вот Май. паралимпийская выездка. Это ярославцы. Ярославцы. Новый человек, одной рукой. Все ты. Кстати, самый удобный центр для инвалидов. Самый удобный, да, в Химках. В России приветствовали организаторы, судьи и духовенство, поздравив с новым стартом, пожелав удачи и побед. Наша группа плодотворная. Участница соревнований этого клуба стали ходить в храм. Финансирование соревнований, финансирование подготовки спортсменов на местах, очень большие трудности. Это с организацией адаптивной такой доступной среды для инвалидов. Очень много вас, которые могут принять наших колясочников. Держаться в седле и управлять с лошадью уверенно, обрести навыки бесстрашия и самоотдачи спорту, этим мастерством много лет назад овладела Мария, участница соревнований из Москвы. Это часть моей жизни, довольно большая часть. То есть это дает силу воли, силу духа, то есть какую-то закалку, тренировку, распорядок. Это действительно закаляет и вдохновляет, и помогает жить. На соревнованиях, конечно, участники чувствуют поддержку друзей и даже спортсменов из других команд.
Но больше всего настраивает на успешное выступление тренер. Ханты-Мансийский и то. И в прошлом году она чемпионка стала. Она художник, она поэтесса, она такая За эмоциональная полярным кругом очень и то это женщина. делает. У нас И при всей своей постоянно вот этой вот сталкиваемся. воздушности, вот этой поэтичности, когда она занимается, вот спорт ее немножечко делает серьезнее. Мне нравится. Ну, Во второй декаде. мы назначили у нас просто с центра республиканского это, наверное, юношеского минут. спорта и туризма придут представители. Так, минутку, Павел сейчас Александрович, еще что-нибудь найдем. давайте, у нас время. Ну ладно. Спасибо. Еще я вас приглашу. Спасибо большое. Спасибо. Это самое. Спрашивает, когда А к нам придут 20 что ли марта. Я скажу потом объявление. Сегодня в презентации о паралимпийцах Республики Коми прозвучало имя Мусанова Леонида Васильевича. Сегодня у нас в гостях Елена Юрьевна Габова, которая лично знакома с Леонидом Васильевичем, и она сделает о нем сообщение, ответит на наши вопросы и покажет фотографии. Тут вот представлена фотография. Это ее не увеличено, наверное, да? Давай я сделаю. Это еще со студенческих времен, то есть он уже выпустился, на токаре учился. То есть Петровская профессия у него была. А где? Это в 79 году. Вот Леонид он, Васильевич. вот он такой молодой еще здесь. Ага, да. Так, следующий, значит, сейчас. Он участвовал в Турине, в Паралимпиаде в Турине, которая была в 2000... Ну вот это вот уже фотография паралимпийской сборной России. Да, 2006 год. Вот здесь он. Вот он здесь. Ага, вот, видим. Видно, да? Мы не видим. Слева. Так, а давайте, ну-ка я попробую увеличить. Все равно лица не видно. Сейчас мы сделаем большим лицо. Так, а знаете как вот Нет, теперь? ну, Подождите, вот. В презентации будет видно его. Это здесь просто их много. Да. Так, далеко ушли. Здесь далеко просто, да. Вот, я вижу его уже. Вот. Вот, по центру. По центру, да. Пожалуйста, минус, наверное, нажать, да? Это вот все, что я То успела есть Леонид Васильевич, он родился не в Сыктывкаре. Он родился в Слутке. То есть рядом совсем с Сыктывкаром. Далеко, из многодетной семьи, 4 детей. Все получили образование, в принципе, все. То есть нам вот это интересно, какой он спортсмен, какой он человек. То есть он наш земляк, родился под, можно сказать, это какой район? Слушай-ка. Прилуцкий. Нет. Это вот здесь. Рядом с это Усть-Вымский район. Скорее всего, Сыктывдинский, думаете, даже, да? Так, вот почетный знак Турин 2006 года, 9-й зимние паралимпийские игры. Это такой просто знак, как такая деревянная... Ага, деревянная, что такое почетный знак? Это знак участника. То, что человек, да, то есть медали, если нет, то любой участник паралимпийских игр получает знак. Я для незрячих объясняю, Лена, не думайте, что я просто смакую. Деревянная дощечка, на которой металлически отлита буквы, да? Символ Олимпиады, эмблема. Да, там получается просто, да. То есть не так видно. Не объемную, ну, да? Ага. На плоском видно. Вот, то есть знак у него есть. Но он, кроме того, что спортом занимался, он сейчас продолжает активную жизнь. Участвует постоянно в турнирах шахматных. То есть, кроме физического спорта, он сейчас уже отошел от него. Сейчас занимается только таксованием и шахматами в основном. Так, расшифровываю. Таксование. Это человек, который, да, работает в службе такси. 077 позывной. Недорого и быстро. Ну, это тут благодарность уже от Истина.
Так, за что? За активное участие в шахматных турнирах. Кто в шахматах у нас, Платонида Ильинична? Вы, может быть, с ним даже знакомы. А мы в шашки с ним играли, шахматы. В шашки? Шашки, да. С Леонидом Васильевичем? Нет, мужчины отдельно от нас играли. Не только в одно время только. Вот у нас шахматы-то... Ну, я, может, пересекался. Да, пересекались. Это самые первые его медали. Я уже Он играл при мне еще. Очень устаревшие они были. Вторые и третьи места. У него всегда как минимум бронза была. Вот это вот все. Вот это да. Это еще не все, конечно. Все только основное. Это вот уже Швеция. Да, чего-то ски, спорт, лыжный спорт. 2000-2003 год. Это, там, вот это получается 3 километра, 5 километров, это 10 километров. То есть он выигрывал, да? Да, теперь я хочу вам представить интересный ролик, такой шуточный ролик. Ага. Да. Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей, не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую. Вот он на 4-ке был, такой вот фармрейсингом занимался. Это летом он так занимается. То есть у него есть такая специальная спортивная подача. Вот он, получается, по идее, самый первый сел на такой это вот сестра и ну, это Сочи. Когда он был? То есть уже там Олимпиада собиралась, да? Строительство шло. Ну, я говорю, хотела сказать, что да, это самый первый сел на такую специальную сидушку, которая предназначена для паралимпийцев. То есть его друзья пришли, он был в таком состоянии не очень таком радостном, так сказать, от жизни, что его государство заставляло лежать на постели, просто лежать, ничего не делать. Он говорит, я не хочу так жить, я хочу жить по-другому. Вот. И в 31 год он, к сожалению, получил инвалидность, по семейным обстоятельствам, там что произошло. Вот. И в результате он очень долго потом пролежал, года 2, у него не было даже коляски, государство ему не выделяло. Вот. Мама за ним ухаживала очень долго. Говорит, если бы не мама, я не знаю, что бы со мной было бы. И он лежал на 2-м этаже в деревянном доме с кочками. Мама все время с 1-го этажа, как действительно как богатырь, пролежал на печке определенное количество 30 лет и 3 года. 2 года ему хватило. Здоровый детство, да? Не долежал своего. Нет, он объяснял, что у него такая энергетика, что он не может лежать на месте, он всегда хочет участвовать где-то. Когда у него появилась коляска, у него появилась активная жизнь, соответственно. Он на месте никогда не сидел. Он сначала жил, значит, как бы его переселили в город, там по родственным связям так получилось, он в городе жил, в центре города. Потом, самое интересное, когда он приехал сюда, хотел приехать с Олимпийских игр, ему сестра звонит и говорит, ничего не знаю, ты переезжаешь в Кочпан. То есть он говорит, как, у меня там, там хотя бы лифт был, а тут даже пандуса нет. Он говорит, понимаешь, что ты для меня вообще делаешь? Она говорит, понимаешь, что мне тоже нужно ближе к городу, там мне нужно нянчиться и так далее. Но вот его это не сломало, даже это. То есть он вроде в шоке приезжает, ему жить как-то нужно устроить. Вот. И друзья ему тоже помогли создать пандус. Он даже придумал такой интересный пандус откидной. Вот. Он говорит, надо запатентовать. То есть вот такие специальные рельсы деревянные, которые откидываются прямо на лестницу, потом в результате они никому не мешают. Они откидываются, и дальше люди ходят с ногами. А когда у нее было заколочено, там даже была жалоба от одной бабушки, которая еле ходила, она говорила, если, говорит, вы это не уберете в течение недели, будет вам не очень хорошо. Вот. В результате он быстро сообразил, он в этот же день подключил своего соседа, сосед помог ему вот эти вот откидные сделал. Петли, на петлях, да? Да, на петлях сделал. А со второй стороны
перила с одной стороны, Мгм. как обычно у всех, а он сделал Мгм. откидную, то есть тоже она зацепляется и Мгм. держится Мгм. на то время, пока надо. М. Нам, пожалуйста, сфотографировать и показать. Обязательно. Сейчас скажу. Ой, сейчас волнуюсь, сейчас посчитаем. 50, если 50, 79. 50, 52 где-то, 50-52. Всем бы такую удаль молодецкую. Давайте мы похлопаем Елене и Леониду Васильевичу. Так, и прежде чем мы начнем нашу фотосессию праздничную, давайте несколько буквально фактов о том, как Паралимпийские игры зарождались, какие были дисциплины, какие, можно сказать, такие какие-то важные события в движении Паралимпийских игр. Развитие спорта. Здесь вот инвалидов такая терминология. Ничего? Я в курсе, что люди с инвалидностью, как надо говорить, но да, здесь вот такая терминология, поэтому я буду так, как здесь написано. Развитие спорта инвалидов имеет более чем 100-летнюю историю. Первые попытки приобщения инвалидов к спорту были предприняты в XIX веке. Впервые Олимпийские игры для глухих были проведены в Париже в 1924 году. Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, связывают с именем английского нейрохирурга Людвига Гутмана, который, преодолевая вековые стереотипы по отношению к людям с физическими недостатками, ввел спорт в процесс реабилитации людей с инвалидностью. То есть не просто так захотели, а все это было, я думаю, да, целенаправленно, да, как и реабилитацию. Да. Он, Людвиг Гутман, на практике доказал, что спорт для людей с физическими недостатками создает условия для успешной жизнедеятельности, восстанавливает психическое равновесие, позволяет вернуться к полноценной жизни независимо от физических недостатков. На примере наших спортсменов, да, мы видим, что это на самом деле так происходит. Инвалиды стали активно приобщаться к занятиям спортом только после Второй мировой войны. Ну, видимо, их много стало. Очень многие ведь покалеченные после войны. Да. Наша война-то и двинула. Да. И первая идея, кстати, была после Первой мировой войны. Но там долго раскачивался. После Второй, да. Угу. В 1948 году одновременно с проведением Олимпийских игр в Великобритании под руководством доктора Людвига Гутмана состоялись Сток-Мандевильские игры. В соревнованиях участвовали 16 парализованных мужчин и женщин, бывших военнослужащих. За выдающиеся заслуги в деле спасения людей от недугов телесных и душевных, оказании помощи в восстановлении их ощущения гражданской полноценности, достоинства, Гутман получил рыцарское звание и высшую награду Орден Британской империи. То есть этот врач, нейрохирург, он, я так думаю, был пионером в том, чтобы... Да. В последующие годы увеличилась не только численность участников, но и количество видов спорта. Идея проведения соревнований инвалидов была поддержана международной общественностью. Игры стали ежегодным международным спортивным праздником. Постепенно мир убеждался в том, что спорт не является прерогативой здоровых людей. Инвалиды даже с серьезными травмами при желании могут принимать участие в соревнованиях. Вот в ролике сегодняшнем, да, про лучшие моменты Лондонской Паралимпиады, это видно, насколько люди могут достичь каких высоких результатов в спорте. Традиционно Паралимпийские игры проводятся после главных Олимпийских игр, начиная с 1992 года. И в тех же городах. То есть официально с 90... Да, вот а наши спортсмены уже в 98 году, вот, Наталья, да, и даже раньше были, да, наши коми? Нет, коми в 98-м. Первые, да, начали. То есть, считай, через 6 лет наши спортсмены уже стали участвовать. В основном лыжники, конечно, биатлонисты. Зимние. Название паралимпийский образовано от греческой приставки пара,
около, наряду. Имеется в виду равноправие паралимпийских соревнований с олимпийскими. Безусловно, все спортсмены-паралимпийцы – герои, потому что они не смирились с участью, уготованной судьбой. Они переломили ее и победили. И совсем не важно, увенчала ли их победа официальной наградой. Но прежде стоит вспомнить предшественников современных героев Паралимпийских игр. Первые в истории Паралимпийские игры в Риме в 1960 году открыла супруга бывшего президента Италии Карло Гронки, а папа римский Иоанн XXIII принял участников в Ватикане. В играх участвовали только спортсмены-колясочники. Были представлены стрельба из лука, легкая атлетика, баскетбол, фехтование и плавание. В них приняли участие 400 спортсменов-инвалидов из 23 стран. А в этом году 602 примет участие. 692. Международная спортивная организация инвалидов, к которой присоединились 16 стран, была создана в 1964 году. Впервые официально был поднят флаг, сыгран гимн и была обнародована официальная эмблема игр в 1964 году в Токио. А мы гимна, кстати, не находили. Есть он? Да? Это будет задание на дом. Есть такой гимн, его написал, получается, на слова Штейникова Сергея, а музыка нашим композиторам. Не для каждой олимпиады или для каждой свой? Я не знаю насчет этого, но я знаю, что на 2006 была такая еще. Значит, впереди у нас еще много интересных знаний и открытий. Да. И давайте, мы же сегодня собрались ради спорта. Вот покатим, чтоб гремел. А вот сейчас сначала пусть люди догадаются, для какого вида спорта да, ключи. да. А потом вот, пожалуйста, викторина. Викторина. Это рубол, да, который рубол. Да. Вот. То есть это два мяча, еще и спортивные, оказывается. Это волейбол. Это волейбол. А тот осторожно. Футбольный какой-то. Ну теперь же можно. Футбольный тот? Тот футбольный, а это футбольный. Я сразу сказал, как Летом пойдем на улицу. Вот волейбол. Привезла в Китай 145 спортсменов. Сборная России по итогам игр завоевала 63 медали. 18 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых. Представляете? Каждый второй практически, да, получил медаль из привезенных в Китай спортсменов. По общему числу медалей наши соотечественники сумели войти в шестерку лидеров. Всего россияне выступали в 13 видах спорта из 20. В канадском Ванкувере в 2010 году стартовали 10-е зимние Паралимпийские игры. В соревнованиях приняло участие 1300 спортсменов из 44 стран мира. Всего было разыграно 333 медали. Российские спортсмены-паралимпийцы приняли участие в 3 видах спортивной программы из 5. То есть зимой видов спорта меньше. В лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах. В составе делегации России 32 спортсмена. Первым чемпионом Паралимпиады был на биатлонной трассе стал россиянин Ирек Зарипов с поражением опорно-двигательного аппарата. Я про него смотрел. Смотрел, да? Вот можно про него посмотреть, там ролик какой-то есть, да? Татарин. Татарин. Этим все сказано. Татары это русские. Это про нас. Очень сильные спортивные школы вот в Башкирии. Ага. Между прочим, из Новосибирска, да, Константин Викторович, показывали? С Владивостока. С Владивостока, да. Вот там тоже очень интересно и работают инновационно, работают вот общество, да, там общество, общественная организация, да, людей с инвалидностью. Тем, кто собирается заниматься общественной работой, я думаю, стоит посмотреть в интернете. К счастью, очень много есть. Опыт работы богатейший. В том числе, наверное, и по подготовке спортсменов. Да? Также, слушайте внимательно, чемпионами стали лыжник Кирилл Михайлов и биатлонистка Анна Бурмистрова, Мария Иовлева, Николай Полухин, Любовь Васильева. Бронзовые медали завоевали Михаил Лысов, слабовидящий спортсмен, и Алена Горбунова. За 10 дней наши паралимпийцы взяли 38 медалей. Вот.
Виды паралимпийского спорта летние, просто перечислю. Стрельба из лука, легкая атлетика, велосипедный спорт, Вот, в том кстати, числе с нарушением зрения принимают участие. По-моему, в велосипедном спорте или в каком-то гоночном спорте участвовал бывший пилот Формулы-1. Он в аварию попал страшную. И после этого начал участвовать в Паралимпиаде. Пилот Да. Формулы-1. Выездка. Данный вид состязаний проводится на летних играх. Конные соревнования проводятся только в индивидуальном классе. То есть сам за себя, не командой, да? Фехтование. Вот как раз то, что мы видели. Все атлеты конкурируют в инвалидных креслах, которые закреплены на полу. Дзюдо. Единственное, чем паралимпийское дзюдо отличается от традиционного, различные текстуры на матах, указывающие область соревнований и зоны. Дзюдоисты-паралимпийцы соревнуются за главный приз – золотую медаль, а правила игры идентичны правилам Международной Федерации дзюдо. Тяжелая атлетика, пауэрлифтинг. Сегодня паралимпийская тяжелоатлетическая программа включает участие всех групп инвалидов, которые состязаются в 10 весовых категориях, как мужских, так и женских. Впервые женщины приняли участие в этих соревнованиях в 2000 году на Паралимпийских играх в Сиднее. Тогда женщины представили 48 стран мира. То есть не только в России есть женщины Галина Мальцева сильные. уже 2 года подряд по пауэрлифтингу медали берет на России. Так, стрельба, винтовка и пистолет, футбол. Только мужские команды принимают. Плавание доступно всем людям, всем. Футбол только принимает... Написано только мужские команды. ясно. Не знаю, написано так. Настольный теннис. Баскетбол колясочников. Я читал, что регби очень жесткий Да. спорт. Регби колясочников. Там Объединяет страшно элементы сталкиваться. баскетбола, Там футбола, жесткий хоккея с фильм шайбой. показывали. На баскетбольной площадке Там регби прямо проходит. убойные игры такие. Теннис, да. колясочников. Сколько видов спорта? И они растут, и Да, растут. да, да. Волейбол. Паралимпийские первенства по волейболу проходят в 2 категорий. Сидячий и стоячий. То есть, да, разные можно. Зимние виды спорта. Первые зимние паралимпийские игры состоялись в 1976 году в Швеции. Больше всего медалей накопила Австрия, 250, а по золотым впереди Норвегия, 97. Это за все, что ли, годы? А первые летние паралимпиады когда прошла? Это в каком городе, вернее? В 1960-м. В Да. каком городе? Так, в Риме, да. В Риме, да. В Риме. Папа Римский-то. Вот давайте запомним. Папа Римский их благословил, значит, в Риме. Какие же зимние виды спорта? Кстати, давайте мы говорить Ага. не кончим. Вот Давайте. вы говорите много видов спорта. Да. В самой вот этой конном спорте для инвалидов не только выездка ведь проходит. Если так перечислять, видов 14 уже. И они растут. Уже даже конкурс, то есть прыжки через препятствия. А в этом году, кстати, летом мы собираемся провести соревнования здесь, в Сыктывкаре. Тест Каприли. Это также смесь выездки с конкуром. То есть в манеже также и прыгать придется. И То есть расширяется ни разу именно в России, конный спорт. ни разу в России тест Каприли не проводился. У нас впервые будет. Именно у нас. Здорово. Очень хорошо. Есть к чему стремиться и чему учиться. Это не... Да, нет? Лыжный кросс. Расстояние от 2,5 до 20 километров. В зависимости от своих функциональных ограничений соперники используют либо традиционные лыжи, либо кресла, оборудование парой лыж. То есть разные приспособления. Хоккей с шайбой. Паралимпийская версия хоккея с шайбой. Прочитаю, потому что сейчас мы будем это смотреть, нам будет интересно. Дебютировала в программе игр в 1994 году и с тех пор стала одним
из наиболее зрелищных спортивных мероприятий в их программе. Как и в традиционном хоккее с шайбой, 6 игроков, включая голкипера, от каждой команды находятся на поле единовременно. Сани оборудованы лезвиями коньков, и игроки перемещаются по полю, используя палки с железными наконечниками. Игра состоит из 3 периодов длительностью по 15 минут. Вот так. Биатлон. В 1988 году в соревнованиях участвовали только мужчины с нарушениями нижних конечностей. В 1992 году были добавлены для спортсменов с нарушением зрения. Винтовки спортсменов находятся на стрельбище, их не надо носить на себе, это такая отличительная черта. Стрельба только лежа. Спортсменам с нарушением зрения полагается проводник. Но в этом году будет биатлон, да? Да. Биатлон, горные лыжи, лыжные гонки. Угу. Вот как раз горные лыжи. Спортсмены спускаются с горы на одной лыже, пользуясь 2 дополнительными лыжами, закрепленными на концах палок. Просто одноногие. Да? Ну, видимо, получается, да. вместо 2 лыж них 3. Да. Они заменяют ногу. Мне кажется, это сложно. Как Да, собаке да, 5-я да. нога мешается, так и 3-я лыжа. Так что это не улучшает, да. Наоборот, усложняется будет. Да, это сложнее. Так, внимание, керлинг на колясках будет. А наша сборная, интересно, есть? Есть, да? Вот, ну вот будем внимательно теперь смотреть. В отличие от традиционного керлинга отсутствуют подметальщики. Команды, смешанные среди 5 игроков, должно быть как минимум по 1 представителю каждого пола. Нифига себе, первый раз. А сколько? 5? Нет, Ну, один, если одна 2 всего женщина. пола. Ну, 4 мужчины, 1 женщина. А 5 как разного пола. Я так поняла. Среди 5 игроков должно быть как минимум по 1 представителю каждого пола. Ясно. Камни. Так, спортсмены соревнуются на своих привычных колясках. Камни двигают специальными раздвижными палками с пластмассовыми наконечниками, которые цепляются за ручку камня. Надо, в общем, посмотреть, наверное, интересно. Следж-гонки на льду. Паралимпийский центр спорта и туризма, юношеского, между прочим. Может быть, даже мы сходим в гости. И мы эту тему не будем оставлять. Если появилось желание у кого-то что-то узнать и рассказать об этом близким и окружающим, мы с удовольствием будем принимать в библиотеке. Про конный спорт, это замечательно. Пожалуйста, у нас здесь Это волшебно. это Павел Александрович. Так, может быть, здесь? Так, тренер заслуженный нашей сборной, конечно. Сидя, только тренер. Так, Машенька, будешь тут держать. Можно бочком. Так, Алексей, можно в тебе возле Маши? Так. А это значит Валерий. Так, мячик, тренер. Тренер. Так, у кого хорошие фотоаппараты, сделайте, пожалуйста, красиво. Так, кто хочет с олимпийской сборной? Все.